У нас в школе казахский язык был только для казахов. И 2 раза в неделю. То есть, получается, русские, которые жили в Казахстане, не должны были ходить... Офигеть, не должны были ходить на казахский. Типа, у нас сегодня меньше уроков в школе, мы русские. И ставили его 6-м уроком обычно после физкультуры. Представляете, какие твари? То есть, получается, физкультура, и как бы люди, как бывали, прогуливали урок, да, и как раз прогуливали заодно казахский. Ну, какие дети хотят больше учиться? Конечно, никакие. И мы в основном не ходили на этот урок, сбегали. И директор, и завуч на это смотрели сквозь пальцы. А вот русский язык был самым основным. И ставили его 2-м уроком. И попробуй не пойти на урок сразу родителей в школу. Все, видите? Ну, россияне, это же вот про это я постоянно делаю ролики. И историю Казахстана не изучали, разве что несколько минут по истории СССР. Украинка пишет. И украинский в Киеве был 2 раза в неделю. А в селах, граничащих с Россией, 1 раз в неделю. Язык. И 2 раза в неделю, и 1 раз в 2 недели литература. Или 1 неделю язык, а потом 1 неделю литература. Естественно, все предметы на русском. И теперь они орут о каком-то ущемлении русского. Казах отвечает. У нас в школе вообще не разрешалось говорить на казахском. Директриса так и говорила. Не разговаривайте на калбитском. Директор школы так говорила. Директор школы детям говорила. В советское время русский шовинизм был на всех уровнях в Казахстане. От бытового до правительственного. Я хорошо помню то время, как вырос в СССР. На весь миллионный город Алма-Ата, столица Казахстана, была 1 единственная школа с обучением на казахском языке. Россияне, это вообще нечто. Город в Алма-Ата была 1 единственная школа. А в Киеве сколько было школ, которые обучали на украинском? Напишите, пожалуйста. В СССР, я имею в виду. За разговор на родном казахском языке русские могли спокойно выгнать из городского автобуса. Наверное, до сих пор выгоняете, да, россияне? Напишите, да, до сих пор. И вот этот апартеид длится десятилетиями. Ставка была на русификацию, марганализацию и ассимиляцию казахов. Я выбачаюсь, но такие слова крутые, вы знаете. Даже я не знаю таких слов. Марганализацию. Первый раз такое вижу. Я ассимиляцию знаю. И эта политика до сих пор продолжается в РФ. На почти 1 миллион казахов, которые живут как коренной народ от Астрахани до Алтая, была создана всего 1 единственная небольшая школа с обучением на казахском языке, несмотря на многочисленные прошения от местных казахов и предоставленную помощь от Казахстана, где есть все, учебные материалы, учителя и так далее. Как результат мы видим, как буряты, дагестанцы и российские казахи едут убивать украинцев и защищать русский мир. Но будет время, и Россия последует путем СССР.